номер 2, Москва-Казань, прибыл на первый путь. Вы приехали в столицу Татарстана. Первое, что вы слышите, сойдя с поезда, этот марш. Казанцы сразу же вздыхают с облегчением. Ну вот мы и дома. Марш красноармейцев написан к годовщине Красной Армии. Эта музыка звучала здесь, на Казанском железнодорожном вокзале, с 40-х годов. Она провожала на фронт наших земляков. Память о тех, кто не вернулся, о тех, для кого эта мелодия была последним «прощай» с родиной. Марш этот звучит и в наши дни, уже почти 70 лет. Знаменит у него марш Красной Армии, созданный в 29 году, в десятилетие, юбилей Красной Армии. Этот марш впоследствии был принят как фонд, маршевый фонд Красной Армии, Красной авиации и флота, морского флота, который потом уже постоянно звучало в больших торжествах и победных, спортивных победах и так далее в нашей стране. Теперь эта музыка – символ Татарстана. Автор ее – наш герой Салих Сайдашев. Душа народа. Что это? Где она? В чем она? Как отобразить ее, чтобы всем было понятно? Вот он, мой народ. Вот она, моя земля. Смотрите, как она прекрасна. Как описать словами красоту цветущего луга, сонное течение могучей реки, пение соловья? Кто и как может передать то, что с детства близко и любимо? Поэт? Его стихи понятны лишь его народу. Живописец? Краски могут померкнуть со временем. Музыка на века. Раннее утро. Чувствуется, восход уже близок. Открываю окно и вижу. На ветку сирени сел соловей и залился трелью. Он поет, а я слушаю соловьиную песню, зачарованную. Ах, лишь бы не улетел, думаю я, и хочу тихонько отойти от окна. Только я собралась это сделать, как резко толкнулся в моем животе ребенок, и я проснулась. Из воспоминаний Махубджамал Сайдашевой, матери великого композитора, чья музыка отразила душу татарского народа. Дильбар Саинова Ахмерова, жена племянника Салиха Сайдашева, узбека Ахмерова. Отец Салиха Замалетдин скончался за несколько недель до его рождения. Перед смертью он получил заботу о своей семье, а также ведение торгового дела не родным своим братьям, чье состояние позволяло без труда содержать вдову Махубджамал и осиротевших Салиха и его сестру Амину, а своему приказчику Насреддину Хамитову, которому, видимо, целиком доверял. Дела вдовы Замалетдина стараниями Насреддина пошли успешно, хозяйство крепло. Видя это, дед Салиха, Бекчентай, на правах патриарха принимает решение выдать одну из внучек, Раузу, за Насреддина. Он поселяется в доме Сайдашевых. Жизнь Салиха соединилась с семьей Хамитовых. Музыку Салих услышал и полюбил еще в младенчестве.
Но однажды к ним, когда ему было всего 2 года, к ним домой пришла его двоюродная сестра. Она была такая озорница, она была прекрасно играла на гармошке. В те времена вообще в татарских семьях, в каждой семье кто-то играл на каком-то инструменте. Это было так принято. И вот она пришла к ним, взяла гармонию, стала играть. И вот эту историю она рассказала нам, когда ей было 90 лет уже. И она рассказала, что этот мальчик буквально потерял голову, когда услышал звуки гармонии. И он за ней ходил, за ее юбку держась, дай, сыграй еще, дай поиграть, научи играть. И вот якобы она, измучена его настойчивым требованием, посадила его к себе на колени, вот это описала Дильбар Замалиевна в книжке своей, привязал кто-то ее пальцы, его пальчики к ее пальцам, она стала играть, и вот так первый раз он как бы принимал участие в музицировании. И вот каким-то образом вот так он вскоре уже начал играть, и гармошка стала любимым занятием его. Из воспоминаний двоюродной сестры Сагадат Идрисовой. Помню, Салиху было 8-9 лет, когда его стали приобщать к торговым делам Насреддина. Но он не любил ходить в магазин. Часто уходил из дома, якобы в магазин, а сам забирался на чердак и, собрав вокруг себя ребятишек, наигрывал на гармонии. Конечно же, ему доставалось. Однажды, когда мать стала ругать его за это, он заявил: «Знаешь, мама, не гони ты меня в магазин, я туда не пойду, потому что один музыкант дотронулся до моей руки. А ведь когда музыкант дотрагивается до чьей-то руки, то этот человек обязательно становится музыкантом. И я им буду». Жизнь Салиха круто изменилась с приходом в их семью Шигаба Ахмерова. Он женился на старшей сестре Сайдашева в 1912 году. Один из самых продвинутых представителей татарской интеллигенции, издатель журнала «Мактаб». Он, кстати, до сих пор издается, только называется по-другому – «Магариф». Друг Габдуллы Тукая, просветитель, он сыграл огромную роль в судьбе своего приемного сына Салиха. Все, значит, родственники говорили: Салих на Черном базаре приказчик мануфактурой будет торговать. А папа видел, как он тайно на чердаке играет на гармошке, и сказал: нет, он любит музыку, давайте пускай он будет музыкант. Папу чуть не побили за это, но приказчик-то престижный в то время, вот, чуть не побили. Тукай слышал его играть игру на фортепиано. Он приходил в дом Ахмеровых, потому что редакция располагалась буквально напротив, на Тукаевской, по диагонали. Там на этом месте сейчас нет никакого дома. И Салих играл. И вот Тукай, это по воспоминаниям Шигаба Ахмерова самого, говорил: как хорошо играет шельма, учить надо, музыкантом будет. Делать из человека музыканта, ну, это примерно то же самое, что делать артиста. Артиста могли побить камнями. Вот. Примерно то же самое. И вот, более того, еще купить пианино невиданный инструмент. То есть, ну ладно гармошка, ладно даже скрипка, пускай даже гармошка со скрипкой. Ну, чтобы купить рояль, привезти домой, пригласить профессуру, и чтобы профессура начала учить гармонии. Вот. Причем сам стиль обучения был интересен. То есть сначала он прошел через Ярулина, то есть национального татарского музыканта. И когда он вообще писал об образовании, он говорил, что первые годы татарский ребенок должен проходить через национальную школу. И только потом уже получать что-то вроде гимназического образования. Потому что первые годы закладывают менталитет. И вот примерно вот та же самая схема была сделана в отношении образования Сайдашева. То есть сначала был национальный музыкант Ярулин. И Тукай, который все время был у нас дома, он тоже слушал Ярулина, еще одного человека, и слушал вот неумелую игру Сайдашева. Все, он других музыкантов не признавал. Потому что есть понятие «мам». То есть это передача национального духа в музыке. И вот этот мог проявлялся у Сайдашева, проявлялся еще
у очень ограниченного числа исполнителей. И только потом пошли профессора Казанского училища, то есть высококвалифицированные люди. Потом пошло изучение партитур. И из мальчика, который, максимум был бы хорошим гармонистом, хорошим исполнителем, может быть, каким-то, неумелым сочинителем, которых было много, все-таки получился профессиональный композитор, которому уже учиться дальше было нечему. За плечами гражданская война, работа капельмейстером военного оркестра, голод 21 года и хлебный город Ташкент, травма руки при прыжке из окна во время пожара. Салих теперь должен забыть о карьере музыканта. Отныне он может играть только свою музыку. Не было такой музыки, вообще в природе не существовало. А этот мальчишка сам сочинил музыку. Кто сочинил народную музыку? Кто сочинил ее? Кто это знает? Кто солнце создал, кто землю создал, кто море, воду, реки? Кто это создал? Наверное, тот же и песню создал. И вдруг теперь есть конкретный человек, который пишет эту музыку. И еще руководит оркестром. Какие воспоминания я читала. Он говорит, шевелет пальцем, оркестр его слушает. Они говорят, все его слушают. Каждого движения они воспринимают. Это расцвет его карьеры. Теперь он заведующий музыкальной частью театра имени Красного Октября. Его пригласил сам Карим Тинчурин. Салих Сайдашев вместе с Каримом Тинчуриным создал совершенно новый жанр. Жанр называется музыкальная драма. И вот первым совершенным уже, классическим сразу представителем этого жанра стала «Голубая шаль». Это 26-й год. «Голубая шаль». И по поводу «Голубой шали» это поразительная вещь. До этого люди... То есть до этого я прочитала как-то в одной из наших газет совершенно потрясающую цифру. В течение каждого года, то есть какого-то года, какого-то конкретного, там назывался год, я сейчас уже этого не помню, как в течение какого-то года было 56 премьер. Вы можете это представить себе? То есть чуть ли не каждую неделю меняли спектакли. Это значит, вот прошло несколько спектаклей, все же никто не ходит, все ставит новый спектакль. 56 премьер. Когда появился Зангар Шаль, появились люди, которые посетили все до одного спектакля с 26 года до 37 года. Посетили, то есть появилась большая группа людей, которая ходила на каждую постановку. Жанр музыкальной драмы, он наиболее адекватен татарам. Опера вот не прививается ведь, как не хотят там оперы сделать, нет? Неадекватно. Вот. Опера адекватна славянам, русским. Вот когда там в религиозном храме поет, сам Бог отвечает, там хор отвечает, так это готовая опера. А у нас это грех. Петь в мечети, такие вещи делать. А у нас вот на вечеринках, вечерних посиделках, вот тут вот песни и слова, музыкальная драма.
Дильбар Саинова Ахмерова, жена племянника Салиха Сайдашева, узбека Ахмерова. В доме Ахмеровых было две религиозных бабушки, которые настороженно относились к бракам с иноверцами. Но для влюбленных это не стало препятствием. В его жизни появилась муза Валентина Мухина. Ненадолго, всего на 4 года. И в то же время навсегда. Это была довольно-таки романтическая любовь. Валентина Мухина из семьи, причем дворянской семьи. Они в революцию, в общем-то, выехали в Казань, спасаясь. Они сами из Костромские дворяне, спасаясь, ну, наверное, может быть, от преследований каких-то. И она была репетитором у племянника Салиха Сайдашева, узбекабы. Сейчас он еще жив. И она приходила к ним в семью, и они как-то встречались и полюбили друг друга. И они, видимо, еще полюбили на почве музыки друг друга. Она была отличной пианисткой, играла хорошо. И они играли ансамбли и полюбили, но немножко боялись того, что она русская, а он татарин. Но любовь победила, и они, в общем-то, как-то даже скрываясь от родных, Ахмеровых, видимо, они поженились, а потом только объявили о том, что они муж и жена. Они очень любили друг друга. Это были красивые молодые люди. Вот можно посмотреть по фотографиям, какая она была красавица, и дедушка мой тоже какой был красавец. Но, к сожалению, судьба так распорядилась, что моя бабушка Валентина родила сына и умерла, так сказать, при родах. Сын Альфредом назвали. Это была первая и, пожалуй, самая страшная потеря в его жизни. К сожалению, это только начало трагедии. А пока песни Сайдашева поют по всему Татарстану. Театр процветает. Постановка за постановкой и всегда аншлаг. Галия Бану, Зангершель, Иль, Наемщик. Музыка, в общем-то, даже сама за себя говорит. Она ведь, несмотря на всю его очень трагическую, в принципе, жизнь-то, драматическую и трагическую жизнь, очень светлая. Ее же очень любят в народе за светлость, и печаль у него, вот нельзя сказать с оттенком трагизма, а именно печаль. Вот песня известная «Хуш Вылым», вот это квинтэссенция, мне кажется, всей музыки Сайдашева. Такая маленькая песня, но она гениальная. Ее же как народную считают. Вот именно она же очень печальная, и в то же время у нее какой-то такого глубокого трагизма-то нету. Она выражает вот душу Салиха Сайдашева. Действительно, «Хуш Вылым» и «Песни мои на стихи» Муса Джалиля тоже. Вот эти две песни, они просто гениальные. В одночасье, примостившись за гробом своего друга, артиста Нури Сакаева, он пишет свой знаменитый похоронный марш. Для него. И не только о нем. Под звуки этого марша будут провожать и самого композитора. Но это будет гораздо позже. А пока на подходе 1937 год.
В одночасье Салих лишается всех своих друзей – Карим Тинчурин, Фатхи Булнашев, Хасан Туфан, Мирсай Амир, учитель Сайдашева профессор Корбут. Татарский академический театр был уничтожен. Пьесы запрещены для показа. Ясно, что Сайдашева боялись. Ясно совершенно. Ясно, что его должны были выгнать из театра. Потому что театр становился центром уже не только культуры, даже идеологии. Потому что есть понятие, что формулировка Ленина, что национальная культура должна быть национальной по форме, но социалистической по содержанию. Да, формально это делалось. Тинчуринские пьесы, они, в общем-то, говорят о справедливости социальной и так далее, и так далее. Но есть более глубокий закон материалистической диалектики, на который опиралась коммунистическая партия большевиков, что форма и содержание определяют друг друга. Если вы в национальную форму вложили социалистическое содержание, то рано или поздно национальная форма начнет трансформировать содержание. Поэтому форму надо уничтожить. Это отлучение от театра, и еще это не только 37-е годы, 38-е годы, это еще и конец 40-х и начало 50-х годов. Это очень известное постановление ЦК ВКПБ, что ли, от 48-го года, Ждановское постановление об опере «Великая дружба Мурадели». Там, в общем, это такое тенденциозное постановление о формализме в музыке. И тогда все начали друг друга ругать, каяться, как это полагается у нас. Прозат Исанбет. Признание в любви. Казанская улица Горького в дни моей молодости была улицей студентов. Днем они бегали из одного здания в другое, с лекции на лекцию. Вечером совершалось волшебное преображение в улицу зрителей, которые собирались на спектакле Татарского академического. И всякий раз, проходя мимо или бывая в театре, я видел Сайдашева. Он жил во дворе в пристрое театра, выходил всегда к воротам и стоял, запрокинув слегка голову, в белой сорочке, неизменно при бабочке. Голодный, нищий. Он стоял у ворот и ждал. Вот сейчас его позовут в театр. Он снова встанет за дирижерский пульт, разложит партитуру. Салих Сайдашев – единственный опальный творец, которому присвоили звание народного артиста по многочисленным просьбам трудящихся. Его отлучили от театра, пьесы убрали из репертуара. Но народ, чью душу он смог понять и выразить в своей музыке, поет его песни. — 16 декабря 1954 года. Казань прощается с Сайдашевым. На улице 40-градусный мороз. Народ все идет и идет к зданию театра. Могила композитора уже начала запорашиваться снегом. Люди стоят. Такого Казань не видела со времен похорон Тукая. Пар стоит в воздухе от дыхания сотен людей. Мороз все крепчает, но никто не расходится. Стоят и смотрят. В никуда. Человек ушел. Музыка осталась. Душа его где-то здесь, до сих пор, и где-то рядом.
Thank you.